А наши телезрители активно поздравляют своих коллег с профессиональным праздником, ведь сегодня 27 сентября, день дошкольного работника. Так, поздравьте, пожалуйста, от моего имени коллектив и ветеранов детского сада Сулусчан с профессиональным праздником, пишет абонент МТС с последними цифрами 3674 и подпись Анна Ивановна Постникова и Текёль Татинский улус. Так, еще у нас есть сообщение. Ольгу Степановну Варламову, Татьяну Карловну Букину, воспитательниц, поздравляем с профессиональным праздником. И еще у нас есть тоже такое поздравление. Сердечно поздравляю весь мой трудовой коллектив Центра развития ребенка детского сада Кымчан, села Мегналдан Тампонского района с профессиональным праздником. И подпись «Ваша заведующая Яна Васильевна Захарова». Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И 10 сентября финальный гала-концерт Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» собрал на артековской сцене лучшие коллективы страны, в том числе и наш якутский хор «Ангелы» из столичной школы номер 17. И сегодня у нас в гостях его художественный руководитель Надежда Макарова. Надежда, доброе утро. Ну, в первую очередь, конечно же, я вас поздравляю с сегодняшним праздником, с Днем государственности. Скажите, пожалуйста, что за конкурс такой «Поют дети России»? «Поют дети России» – это всероссийский конкурс, фестиваль школьных хоров, который проводится ежегодно Всероссийским хоровым обществом на базе международного Артека, детского центра Артек в Крыму. Артек тот самый советских времен. Известный такой да, лагерь. Известный, знаменитый лагерь. И в этом конкурсе могут принять участие школьные хоры общеобразовательных школ со всех регионов России. И нынче более 1000 коллективов приняли участие в этом конкурсе. И компетентное жюри впервые, компетентное жюри Всероссийского хорового общества отобрало 20 лучших коллективов и, на финал. И из этих 20 хоров они сформировали один сводный хор, который исполняли на гала-концерте все 14 песен. Наши ребята тоже попали в этот сводный хор, да? А в сводном хоре было около 500 человек, около 500 детей. И наша Якутия участвовала впервые в этом конкурсе. Какие песни они пели вот тогда вот на фестивале? В сводном хоре, например. В сводном хоре прозвучали песни современных композиторов. Композиторов как Пахмутова, как Струве. Но это больше всего репертуар был артековский. Программа из 14 песен. Когда это дети были все отборные, поющие, когда они начали петь, от них создавалась вот такая, шла очень сильная энергетика. Это нужно было там только слушать. Это было потрясающе, это было незабываемо. Угу. Но это все-таки конкурс, да, «Поют дети России». Скажите, вот какую награду привезли наши ребята? Нам дали диплом за сохранение национальных песенных традиций. Вот этот диплом, который тоже получил еще и Черкесия, вот как называется. А главный приз кто получил? Главный приз получил и хоровой коллектив «Свирель» из города Самары. Они исполняли акапельную песню на разных тональностях, и они показали самый высший уровень, к которому должны стремиться мы. Ну, это не ваша первая поездка, я надеюсь, да, на такой вот престижный фестиваль. Какие у вас планы, какие у вас прогнозы? Наверняка это был большой такой ценный опыт для вас, да? Да, конечно. Наши дети неплохо выступили, и они все выучили программу артековскую, и мы надеемся, думаю, что мы когда-то его исполним. А сколько ребятишек у вас в хоре? У нас в хоре в Артек съездили 25 детей. Отобранные дети – это костяк из этого. Основной костяк состоит из 7-классников, ансамбль из 7-классников, классный руководитель Макарова Любовь Гаврильевна, а сформировал его состав еще в начальном классе был сформирован Галиной Семеновной Гаврилевой.
То есть, получается, дети попадают в хор, начинают петь с начальных классов, и вот так до окончания школы они занимаются пением, правильно, да? И они ходят ко мне на кружок уже 3-й год, и этот же состав съездил в Артек. А вообще, как давно существует вот хор «Ангелы»? Хор «Ангел» существует уже 10 лет, вот благодаря нашему директору Лене Петровне Афонской, которая поддерживает нас всячески и дала возможность нам участвовать в этом конкурсе и Ну и развиваться, да? Да, и развиваться, конечно.